Сегодня интересный аппарат ко мне пожаловал. Esquire. Без пробежечка. Посмотрим. Почти такой же, как у меня. Как у меня рестайл. В общем, уже батареечку снял. Сейчас буду продувать, посмотрим, сколько пыли. Так, посмотрим. Аркадий Паровозов. Аркадия Паровозова позовем. Ну-ка. Без пробежечка. А. Мало. Тело почтя он грязноватый. Не знаю, видно, нет. И вот я начал уже дуть вот. Так, Аркадия Паровозова мало было. Батареечка чистенькая, свеженькая. Или мало? Так, вижу волос. Волосы вижу. А то всегда начинает дуть. Нет. Да, волосы есть. Интересно. Потом глянем сверху. Много волос, а? Хуйня чудо. Сейчас попробуем. Давай, вот мы их видим, они выдуются или нет? Вот этот вопрос. Чистый. Батарейка четкая. Сам покупал, да? Что я могу сказать? По состоянию пластика. Пластик вообще четкий, прям оранжевый, такой сочный, как морковка. Видно, что все эти штучки тоже свеженькие. Так, потом снимем наверху. Там уже глянем, что. Все вот, даже вот тут вот контакт такой прям. Вот как у меня была новая батарея. Я одному товарищу устанавливал, тоже вот такой же пластик был. Прям свежий. Так, пауза. Стоп. В общем, почему я не рекомендую компьютерные диагностики? В принципе, она как вариант, конечно, хороший. Но смотрите, какие контактики. Уже начинает цветение. И вот, допустим, я вот здесь вижу вот, уже вот окисел. Вот. Цветение, окисел. Ну, грубо говоря, один раз в году, в принципе, можно. После моей вот этой проверки, раз в году можно компьютерную диагностику сделать, посмотреть. Но контакты никто не отменял. Никто не отменял от замену контактов. Ну, смотрите, вот. Такие дела. Так, спереди. Сейчас стандартная процедура моя будет. Забеги. Хозяин присутствует рядом. Тоже ему интересно, сколько пробежит. 7 раз пробежит, нет? Ну-ка, ставки. Ставки пробежит 7 раз? Сейчас, ну у меня было 16:30 заряд. Сейчас посмотрим, сколько у тебя будет. Итак, подключаем прибор. Итак, сегодня Esquire 652, 15 год. Смотрим, все, подключили приборчик, смотрим статику. Смотрим статику. 16:07. Так, чуть-чуть постоял, видимо. Так, секунду. Чуть-чуть, наверное, подзарядить. Ну ладно, пусть будет 16:07. Чуть-чуть тест, как бы от этого не меняется. Пол-вольта, ничего страшного. Буду тут просто записывать то, что мы начинаем. 16:07. Разница у нас. Видим разницу? Сколько разница? 0,10. 0,10. Все. 400 метров стоит. Поехали. Первый этап, разрядка. Все, 7 ампер сила тока. 4 минуты. 3:15, короче, должно быть. Вот как у меня. 3:15.
Я начинал, у меня было 16-17. Ну, тут чуть-чуть меньше. Грубо говоря, на 0, ну, 10 на сотую, короче. Меньше. Итак, смотрим равно. В принципе, все проходят первый этап, поэтому можно сейчас пойти кофейку себе оформить. Так, первый этап. У нас время 3.13, 3.13, 14.48, 14.86, разбег 0.11. Второй этап пошел. Вот так возьму, ударим? Вот так, за 2. За 2, нет, 14 вольт это. Не хочешь подзарядиться? Второй этап. 14.31, верхний всегда смотрю. 14.31, время 03.22, разница 0.10. Пошли на третий этап. Все конспектирую, ребят, поэтому как бы тут без всяких. Чисто машина своим ходом, когда приезжает, считай, на электротяге же приезжает, примерно у всех показатели одинаковые. Ну, чуть-чуть меньше моей. Вот у меня была 16.17, а тут 16.07. 0.09 разбег. Но это 17-й год у меня. Не знаю, сколько она в год процентов теряет. Вот тоже вот момент вот этот. Ну, машина большая, машина комфортная. Считай, 7 мест. Ну, не 7 мест, 6 мест. Сама по себе там сколько там, 1,5 тонны на ней, по-моему, снаряженная масса. Тяжелая тачка, плюс еще бывает шины большие ставят. Ну, тут я так понял, то, что обычные шины стоят. Да, стандартные. Стандартные, ага. 205 на 70, надеюсь? Нет, 195, 65. Надо 205 на 70 ставить. И будет топчик. Проставки стоят? Стоят. Впереди сколько? 2,5. 2,5. Сзади? 2. 2. А чё, почему? У тебя еще пружины стоят эти красные. Нет. У меня стойки эти синие. А, у тебя закручивающие, откручивающие. Синие какие-то там сзади амортизатор. Амортизатор тоже синий, да? И стойки синие. Да. А у них крутилка есть? Не видел. Выше, ниже поднять. Не видел. Тейн, там, или как их называют? Тейн. Я видел. Сейчас, если найду вот ссылку вот сюда вот, эту, ну, картинку приклею, какие я видел. А, у меня был Esquire видео. Я показывал, какие тейновские эти. Подкручивали ему. У меня есть видео. Не знаю, прикреплю, наверное. Когда в Владивостоке учился, там такой заезжал Esquire прокачанный. Черный потолок туда-сюда. И поэтому я захотел тоже такой же купить. С черным потолком, с 2 печками, с 2 мониторами. Чтобы фарш был. Но у него, по-моему, морда не такая была. И не Esquire была, а в Воксе, по-моему. Керамике. С этими обвесами крутыми. Так, что у нас там? Процесс 3. Ну, если 3 проходит, это уже 50% есть батарейки. Так скажем. Если 4, то 60-70. Если 5, то 70-80. Ну, как бы, как-то так. Если 7, то 80-90. А точнее, если 7, то 90-100. Пока что еще у меня не было такого, что кто-то больше 7 раз. Ну, тут у меня еще аквы были, но у них чуть-чуть другая батарейка, потому что у них вот такая маленькая батареечка стоит. Вот такая децельная. А тут 28 элементов. На акве 20 элементов. И разряд не таким большим током идет. Не 7 ампер. Чуть там меньше. Вот, для аквы другая чуть-чуть политика. Так, у меня тут отопление дали. Ё-моё, какая жара стала. Надо спустить. Быстро делаем запись. 14:13. Так, 14:13. Время 03:28. Разбег 0:11. 0:11. Дальше на 4 пошли. Угу. Ну, уже подходит 12. Видите, 10, 12. Верхний 17. Ну, серединка просевшая. В принципе, вариант будет перевернуть. Вообще обалденный будет вариант. Если разбег до 20, до 0,20, то перевернуть имеет целесообразность. Если 0,20, 0,30, то все уже тут. Надо не переворачивать, а тусовать просто. Вот. Ну, это как бы сейчас в условиях кризиса, ребят, поэтому
Батарейки стали 7000 стоит, одна штучка стала. Вот одна вот такая вот хернюшка, вот такая вот фигнюшка стала стоить 7000 рублей. Понимаете? Ну, с хорошим, конечно. Это вот 1400, это трупы. Ну, как трупы. Я могу из них собрать батарейку, которая будет просто ездить, которая вот один-два этапа пройдет и все. Короче, такие подкидыши я их называю. Вот подкидышные. А если ты хочешь 90%, как вон там вот у меня еще не распакованные лежат ребята, вот, то они по 7 рублей стоят. Эти я даже не знаю, по сколько продавать. Я их как бы на черный день всегда держу, потому что вдруг это дойдет до того, что прям вообще не станет батареек. Как вот сейчас вот с коробками вариатор, с бамперами уже проблемы стали. Слышал? В бамперах хер найдешь сейчас. Оба, ну все. Ну до 5. Раз, два, три. Все, 5, все, хватит. В общем, вердикт. Четвертый этап. 1 минута 35. И разбег 0,07. Имеет место быть. Имеет место быть. Так, ну да и вольтаж, в принципе, вот. Картина сейчас такова, что у нас просела середина. Ну, как я говорю, столешница просела. Перевернуть пока не поздно. Пока разница маленькая. Пока еще есть, как сказать, ну, возможность это сделать. Потому что если будет больше, реально, 0,20, в принципе, тоже можно. У меня 0,15 было. Сколько у меня было? А вот 0,08, 0,09 я у себя перевернул. Потому что я знал, что у меня серединка тоже вот так вот выпала. В принципе, мое видео, кто видел, посмотрел. Вот. Все. Чтобы ее продлить жизнь этой батарейки, именно этой, рекомендация вот такая. Можно это сделать, можно не делать. Тут цена вопроса только. Сейчас озвучу цену вопроса клиенту своему. И либо так отпустим, деградировать дальше. Дальше еще вот этот упадет, потом еще больше провалится. Кастровый провал получится, и все. И вот в этих сторонах может произойти кариес, так скажем, когда придется вот так вот крестик вот поставить на батарейках, вот на вот этих, которые посередине. Но это через сколько будет, я не знаю, если честно. Вот. В принципе, если человек сейчас не захочет, можно его отпустить, мониторить за ним. Сегодня дату поставить. Сегодня у нас какое число? По-моему, 11 было. Короче, какое-то сентября. Да, 11.09.23. В принципе, можно с этим состоянием отпустить, посмотреть вот эти результаты, поменять контакты, вот, и отпустить. Но потом, через сколько он приедет, как этот провал будет дальше происходить, никто не знает. Потому что почему так происходит? Вот, почему так происходит? Потому что вентилятор вот отсюда дует. Первые, которые 2, 3, 4 элемента, они всегда, ну, как холодный воздух залетает первый. Потом тут в корпусе жара такая стоит. Пролетает сюда, по шапке вот этим вот середнякам, по шапке дает. Сюда ударяется, вниз идет, по ребрам дует. Соответственно, вот эти хорошо охлаждаются, и эти хорошо охлаждаются. А серединка тут постоянно в нагрузке. Грубо говоря, как я сейчас эту батарейку поставил здесь, и она мне давит прям посередине стола. Вот. Ну, у стола у моего вот такая штука есть. Вот она держит, так скажем, провал, чтобы не произошел. Но вот эта часть передняя у меня все равно проваливается, продавливается чуть-чуть. И через какое-то время можно будет просто столешницу перевернуть мне и все, и дальше работать. И тут то же самое. Итак, прошло какое-то количество времени. Смотрим результат. 400 метров залил, чуть-чуть подождал. Убираем паузу. Смотрим, разбег также 0,10 стало. Чуть 0,12. Вот. 400 метров залил. Теперь 400 метров сливаем. 20 минут прошло. Все, ну, чуть-чуть бегает, вот верхний, вот по верхнему смотреть. Чуть-чуть бегает. Еще не устаканилось. Потому что зубучку дали. Зарядка, ну, равномерная, в принципе, по графику. Так, опускаем. Сейчас 4 минуты. 4 минуты будет. 3:15 после переворота. Вот, перевернули, напишем.
общем, 400 метров я заливал. Разница, смотрите, 0,06 стало. Прошло 3,21. Сейчас вот вторую 400-ку скидываем. Так, ладно, первый этап пусть будет 14,18, 0,06. Ну-ка, второй этап. Поехали на второй этап. Запишем после перекидки, что произошло. Ну, сейчас уже начнет помаленечку. Всего лишь мы 400 метров тут залили. Я больше ничего не делал. И чуть-чуть она постояла, пока там перекидка была туда-сюда. Она маленечко выэтовалась, восстановилась, потому что у нее самовосстановление есть. Но разбег вообще радует просто. У меня даже такого не было разбега. Еще лучше будет разбег, еще меньше со временем. Всегда было 11, 10, 11. А когда уже есть тут хреновенький и неравномерно столешница просела, тогда приходится тусовать. Там уже другие денежки. Там дольше просто происходит весь этот процесс по времени. Чисто потому что всегда стоит не сколько там работа, блин, сколько время потрачено на эту работу. Если там за 15 минут можешь сделать, это одно. А если на это надо потратить час или два, это уже другое. А если весь день, но раньше у меня такие были моменты, когда вон те батареечки у меня копились мертвые. Там я и день сидел, блин, с одной батарейкой, блин, ё-моё. Так, смотрим. До 5 будем сажать. Ну, еще чуть-чуть можно. Пока они борются, видишь, 13.02 борется, он до 14 не хочет, до 14 прям высадиться. Вот 13.99, вот здесь я вижу. 13.98. Ну вот, примерно вот такая картина должна быть. Что и требовалось заказать, ребят. Хоба. Вот. Картина. Перевернули столешницу. Теперь вот эти вот, которые работали, ребята, стали сейчас в таких условиях, так скажем, на расслабоне, на чили сейчас теперь. Они поработали уже. С 15-го года поработали. Теперь им как бы на пенсию в легкие условия эксплуатации. А те, которые расслаблялись на чили, кайфовать хочу, кайфовать. Кайфовали, которые. Мы их сюда в серединочку поставили. Тут всегда будет горячо, тут всегда движ Париж. Самая тяжелая нагрузка здесь. Поэтому батареечка свеженькая. Главное этот момент не пролюбить. Потому что бывает такой момент, что скажем, не получится так сделать, такую красивую картинку. Смотрите, какая картинка красивая. И разбег 0,08 стал. Ё-моё, второй этап 0,2, 10, 247 слили. И разбег слили. И разбег 0,08. 0,08. Офигенно. Паузу отжимаем. Хоп, картиночка, чик, 0,10 стало. Сейчас зарядочку. 400 метров опять зальем. И все. И вставим. И никаких проблем. 5 ампер ток надо давать. Не больше. Вот. Пожалуйста. У меня вот такой приборчик есть. Мне вообще нравится мой корпус с подсветочкой. Вообще четкий. 001. 001. 001. Телефон поддержки даже есть, ребят. Для служебного пользования телефон поддержки. Такие дела. В общем, 400 метров залил. Паузу отжал. 0,09. Разбег. В принципе, все четко. 4 минуты 50 секунд. Заряжал. График четкий. Все. Будет бегать. Ну, это уже раз в году, грубо говоря, надо будет такие мероприятия делать. Я буду собирать. Человека отпускать. Toyota. Управляй мечтой. Ну, подержи, пожалуйста. Вот это лучше подержи.
Ага. Ну, не видно даже. Эмблемы не видно. Опа. Вот самый главный бич. Лебяжий пух. Вот эту штучку, ребята, все сами чистите, пожалуйста. Если хотите, чтобы у вас Esquire Voxic не приехал с ошибочкой, а просто на перекид, то вот эту сеточку можно просто чистить периодически. Она где-то раз в 3 месяца засоряется, как правило. Ну, смотря как ездишь. Потому что пыль есть пыль. Ну все, будем собирать. Батареечка на месте, будем собирать. Чистенькая, прям такая прям классная батарейка. Сейчас еще дольше будет ходить. Ну все, видео на днях выложу. Давай, Роман. Все, на днях выложу видео. В принципе, я считаю, что это вообще жесткий подгон, так скажем. Никто так не делает. Если будет в России вот такая услуга, блин, очень много гибридов спасу, так скажем. Либо продлю их срок эксплуатации, так скажем, по крайней мере батареи. Еще остается EGR почистить. У меня даже был грязный EGR без пробежки. Это по-любому надо. EGR один раз, ну как, один раз за всю эксплуатацию ты как новый хозяин должен это по-любому сделать. Либо сам. Может самостоятельно, как бы, но это грязное дело, как бы такое. И времени у тебя потратится целый день, так как ты не умеешь. Ну не день, но часа 3-4 будешь ковыряться. Пока ее почистишь, пока то, пока все, пока снимешь, пока свечи. В общем, как-то так. Итак, посмотрим. Ну, какие-то. Ну, у тебя пыльник что-то тут занюхался уже. Зажух. А, порвался. Двойной пыльник стоит. Что за колхоз двойной пыльник? Когда проставку ставил, они порванные были. А, это у тебя деревенский лайфхак, да? А тут что? А тут что, тоже какие-то синие, блядь. Но это не показатель, конечно. У нас... Они жесткие. Толстайцы, он нормально, а по гравике они жесткие. Где жесткие? Это оригинальные, да? Ну, как и стояло. Ну все, буду отпускать человека. Давай, катайся. Не ломайся, а то дышу тут с тобой сигаретами. Все, до связи. Ну все. О, Esquire. Красавчик. Ну все, пока-пока. Тоже одна лампочка не горит. Нормальный аппарат. Движ Париж. Красавчик. Все, батареечка обслужена. Самое главное в этой машине, сейчас очень стоит дорого прям. Двигатель, бля, будет жить по-любому. Движки там подолгу ходят. Но батарея требует внимания. Сегодня добиваю стенки. Хочу добить, чтобы ничего не осталось в банке. Это знать надо! Это классика!